Все. Доброе утро, дорогая церковь. Доброе утро, драгоценные наши братья и сестры, которые находятся дома за своими гаджетами. Мы сегодня собрались ради имени Бога нашего, Господа Великого, Владыки неба и земли, нашего Отца Небесного и Спасителя, Господа Иисуса Христа. Мы сегодня рады, что мы можем собираться вот так, в простоте, в любви, согласии, в принятии друг друга. И это есть церковь Твоя, Господь, которую Ты создал на краеугольном камне. И Ты сказал, что врата ада его не одолеют. Мы сотворены, чтобы прославлять Его. Так давайте, народ Божий, простремся к Нему всем сердцем, всей душою, всем своим естеством, чтобы имя Свое было прославлено, чтобы зажигаться огнем Его, Господь, в наших сердцах, чтобы Его слава наполняла наши дома, наши сердца и наши жизни. Да прославится святое имя Его. Аллилуйя! Аминь! Иисус, тебе моя надежда, с тобой я все
начала и до конца. Не предашь и не оставишь. Ты Бог, не смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. Ты Бог, знающий все сердца, от
все, где сейчас они находятся. Пусть накроет Твоя божественная любовь, любовь исцеляющая, любовь животворящая. О, Господь, ожидаем Твой огонь с небес, изливай Дух Святой, изливай на народ Твой, изливай на жаждущие сердца, Господь, ибо мы нуждаемся в Тебе, Господь. О, Господь, аллилуйя, аллилуйя, чудесный Дух Святой, аллилуйя, Господь, двигайся могущественным образом среди народа Твоего, высвобождай Твои дары, Господь, чтобы мы способны были слышать, принять Тебя, Господь. О, Господь, спасибо Тебе, спасибо, Абба, Отче, что мы сегодня в церковь, что мы пришли славить Тебя, Господь, ибо Ты, только Ты достоин хвалы наших сердец, хвалы наших уст, Господь. Ты великий Бог, в котором наша надежда, в котором наша жизнь, Господь. Аллилуйя, Господь. И мы сегодня благословляем. Ты сказал в своем слове, аллилуйя, Господь, Ты сказал, что прежде всего Ты хочешь, чтобы мы молились за всех святых, за всех человеков, за начальство власти, Господь, чтобы нам жить жизнью тихой и безмятежной. Так, Господь, согласно Слову Твоему, мы сейчас соглашаемся и молимся за наш город Якутск, за власть имеющих, за начальство власти. Мы благословляем их мудростью, Господь, видением от Тебя, Господь. Пусть Твоя рука прикоснется каждого нашего президента Айсена Николаева, нашего мэра Евгения Григорьева, Господь, и всех, кто служит, Господь, народу всему, над которым Ты поставил, Господь. О, Господь, да будут они иметь мудрость от Тебя, страх Божий, Господь, да будет в их сердца, чтобы они управляли сим народом, сим городом, который Ты доверил им, Господь. Да будет процветать наш город, Господь, да будет, Господь, благоухание Твое, Господь, и видно, и слышно, Господь, чтобы люди увидели и Господь, благословляли, прославляли имя Твое. Это город, насажденный Тобою, это земля, исцеленная Тобою. Господь, благодарим Тебя. Также мы сейчас поднимаемся, Господь, в молитве перед престолом Твоим и молим, Господь, за те ситуации, которые происходят, Господь, на этой земле. Господи, идут пожары, Господь, по некоторым местностям, и мы, как власть имеющая церковь, просто прямо сейчас возглашаем и связываем всякий дух пожара, всякий дух огня, который простирается, Господь, по жилым местам, где населенные территории, где идут леса, Господь. Ибо Ты не хочешь, чтобы горела земля, Господь. Просто высвобождай своих ангелов-защитников, Господь, за ангелов-охранников лесов и территорий. О, Господи, это Твоя земля, это Твоя территория, Господь. Славим Тебя и благодарим, и отдаем в Твои руки, Господи, наши леса, наши земли, Господь, наши города. Спасибо Тебе, Господь. О, Иисус, Иисус, спасибо за эту церковь также, за нашего пастора Алексея, за проповедников, Господь, за служителей, которые сегодня трудятся на Ниве Божьей. Также мы благословляем наш союз, Господь, северо-восточный, нашего епископа Андрея Манжосова, Господь. Дай ему мудрости, Господь, дай ему видение, как правильно управлять и вести церкви, Господь, чтобы поднимались, Господь, делатели на ниве Твоей, Господь, чтобы поднимались мужи, братья, служители, мужи по сердцу и по слову Твоему, Господь. И будет насаждены церкви, Господь, по всей земле, до края земли, чтобы расширялась Твоя территория, Твои пределы, Господь, чтобы слава Твоя объяла все необъятное, Господь, и да прославится имя Твое здесь, на земле и на небесах. Господь, также мы благодарим за то, что в нашей жизни происходит, Господь, все, что происходит. Также мы имеем нужды, Господь, так как мы живем в этом мире, где правит, а за все отвечает серебро, Господи. И в каждой ситуации, Господь, сейчас, которые происходят в жизни людей, мы призываем Твое святое имя. Ибо Тебе есть все ответы, Господь. Ибо Ты есть тот, на которого мы надеемся. Ты есть наше утешение, слава всей нашей жизни. И прямо сейчас, Господь, мы связываем всякий дух болезни, всякий дух немощи в народе Твоем. И провозглашаем, что ранами Иисуса мы исцелены. И нет болящего среди народа Твоего. Восстань, воскликни, ибо Господь Твой
Господь, слава Тебе, Господь. И прямо сейчас пусть высвобождается Твое могущественное и исцеляющее помазание. Прославься, Господь, Бог исцелитель, Бог Йехова Рафа, в ситуации каждого болящего, каждого которого находится в немощи. И победа Твоя, Господь, и победа Твоя через кровь Твою дана нам на Голгофском кресте. И мы провозглашаем, высвобождаем, ранами Иисуса мы исцелены от всякой немощи, от всякой болезни. О, Господь, мы принимаем Твою благодать, Твое изобилие, Господь. О, Господь, Твою радость. О, Господь, народ Божий, радуйся, еще раз радуйся в Господе. Аллилуйя, Господь. Отец Небесный, мы благословляем, Господь, и провозглашаем каждую ситуацию нашей жизни, что будь устройство жилья, устройство на работе, Господь, или какие-либо нужды, которые имеются в нашей жизни. Мы говорим и посылаем Слово Твое, ибо Ты, Господь, восполнил все богатство силе своей, свое богатство Иисусом Христом, Господь. И всякие наши сосуды, Господь, которые только есть пустые, они наполняются Твоим елеем, наполняются Твоим помазанием избытка, помазанием множества, приумножения. Благодарим Тебя, благодарим, Господь. О, Господь, слава Тебе. И спасибо Тебе, Господь, что Ты нам доверил наших детей. Дети приходят к нам как благословение от Тебя. И сейчас я попрошу драгоценную нашу сестру Наталью Михайловну молиться за детей. Дети наши, проходите сюда за благословением. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Господи, мы так благодарны за наших детей, которых Ты нам доверил. Мы благодарны, Господь, за это наследие, которое Ты нам дал. Мы так благодарны за каждое сердечко, за каждого ребеночка, который сейчас здесь и которых нет по какой-то причине. Господи, также мы благодарны за тех детей, которые находятся в чреве у матери. Мы благодарны за тех детей, которые, может быть, сейчас появиться должны на свет Божий. Господи, мы благодарны Тебе за каждого нашего ребенка. Господи, мы славим имя Твое, и мы доверяем Тебе наше наследие, наших детей. Это самое дорогое, что у нас есть. И мы благословляем их на всех их путях. Господи, благослови, Господи, ихние сердца, ихние ножки, ихние ручки, но самое главное, ихние сердца. Да будут они, Господь, любить тех, кто рядом. Будут там светом, будут они там особенными людьми, где бы они ни находились. Господи, благослови эти ножки, чтобы они ходили добрыми путями, чтобы они делали хорошие дела, чтобы они были, Господь, ответственными и целеустремленными, потому что наши дети, они особенные, потому что они под покровом Твоим, они в Твоих руках, самых надежных, любящих и верных. Господи, также мы благословляем их здоровье. Для нас, родителей, это очень важно, чтобы наши дети были всегда здоровы. Но если кто-то сейчас болен, мы провозглашаем полное исцеление и восстановление. Да будет у наших детей самый крепкий иммунитет. Господи, мы так благодарны Тебе за то, что мы можем молиться за наших детей, отдавать все ситуации, которые бы мы не проходили, в Твои надежные руки. Аллилуйя. Господи, мы также благословляем это время летнее, Господь. Кто-то сейчас будет поступать, Господь, и мы благословляем их поступление в те учреждения, в те учебные заведения, куда бы
куда они хотят, чтобы они поступили. Потому что это выбор профессии. И это очень важно для наших детей. И мы благословляем это поступление. Господи, также, Господи, кто-то хочет, может быть, работать где-то. Да благослови их этой работой. Той работой, которая от Тебя, Господь. Пусть их окружают те люди, которые тоже от Тебя, Отец. Потому что это тоже важно для наших детей. Господи, мы славим Тебя, мы говорим спасибо Тебе, Отец. И говорим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо, слава Богу. Пусть эта молитва, она будет иметь приумножающий сил в жизни наших детей и нашего потомства до 1000-го года, как сказал Бог. Да будет так. И мы в завете с Господом. И когда мы в завете, Господь дает нам в наши сердца, в нашей жизни служение. И служение даяния — это одно из основных служений в нашей жизни. Сейчас я попрошу нашего брата Алексея поделиться словом о даянии и благословить наши финансы. Здравствуйте. Все, кто смотрит, все, кто в зале. Так, о чем мы? С Филиппийцам 4:19. Бог же восполнит всякую нужду вашу по богатству своему. И еще одно местописание, это Матфея 6:33. Ищите же прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. У нас у всех есть нужды. Это еда, одежда, жилье. Также есть желания наши. Это сверх наших нужд уже. То, что нам необходимо. И Бог не обещает исполнить все наши желания. Поэтому необходима и наша ответственность. Если мы чего-то хотим, то должны также прикладывать усилия, проходить какие-то курсы, развиваться, учиться, то есть не запускать это дело. И Бог нам может в этом помочь, давать мудрости и сил в этом деле. Вот. И Псалом 1 живет: «И во всем, что не делает, успеет». То есть Бог нам обещает давать успех в каких-то наших начинаниях, делах. Но нам тоже нужно что-то делать самим, хотя бы начинать. Также в Библии говорится о служении финансами. Мы можем помогать нуждающимся, жертвовать на нужды церкви. Через это мы помогаем Царству Божьему распространяться. И это меняет нас самих, наши сердца. Я хочу помолиться за наше финансовое благополучие. Господь, я благодарю Тебя, Ты хочешь восполнять наши нужды, также исполнять наши желания. Спасибо Тебе. И прошу Тебя, единственными братьями и сестрами, да давай нам мудрости в отношении к деньгам, все, что с этим связано, чтобы это нас не огорчало, не отвлекало нас от Тебя, не давало нам в жизни самореализоваться и больше жертвовать, помогать другим через это. Также благодарю, что нас всегда слышишь и знаешь, что нам необходимо. Аминь. Спасибо, Леша. И хочется в лице наших братьев, которые служат в нашей церкви, благословить всех братьев, всех мужей Божьих, чтобы они были священниками в своих семьях, чтобы они преуспевали больше всего в каждой сфере своей жизни. Ибо мужчина, он сотворен Богом для славы Божьей. Да будет так. Аминь. И сегодня еще у нас будет причастие, и это будет после Слова Божьего. И откройте, пожалуйста, свои сердца, свои уши, ибо они даны нам, чтобы слушать и принять.
Будьте благословенны. Любовь Николаевна. Добрый день, возлюбленные Господом. Я хочу сказать, что вы на правильном месте. И пусть Господь обильно благословит сегодня каждое сердце, чтобы вы получили откровение от Него, чтобы это слово, которое вы слышите, оно действительно жило в вашей жизни, и вы жили им. Драгоценная тема сегодняшнего слова, сегодняшней проповеди – это святые, но оскверненные. Скажем так, необычные. Да? Все мы проходим с вами определенные периоды в духовном развитии. И на этом пути что-то мы делаем один раз в жизни, как, например, мы каемся и принимаем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Или принимаем крещение Духом Святым, или водное крещение. Мы с вами не перекрещиваемся. Мы один раз умираем для прошлой жизни и один раз воскресаем для новой. Но такое таинство, как вечеря Господня, причастие, которое мы будем сегодня с вами принимать, или таинство, допустим, исповедания и другие есть, мы совершаем регулярно в течение всей своей христианской жизни. Чтобы расти духовно, нужна соответствующая пища, которая на разных этапах она должна быть разной. Никто новорожденному ребенку в роддоме не дает кусок хлеба сразу родился или кусок мяса, правда же? Так и в духовном развитии. Вначале мы принимаем только молочко и только позже возрастает твердую пищу. Постепенность и здравость во всем, иначе нужны усвоения. Но что важно, что прием пищи должен быть обязательно регулярным. Верно? Если мы не будем питать свое физическое тело, я вам гарантирую, вы в этом даже не сомнитесь, что оно что сделает? Умрет. А если мы не будем питать свой дух, тогда что же произойдет с ним? Ну, по крайней мере, с чего начнется, это он начнет ослабевать. Он будет истощаться. Мы не будем сейчас доходить до крайности, хотя все возможно, вы знаете. Итак, на протяжении всей своей христианской жизни мы с вами призваны постоянно, не периодически возрастать духовно. То есть запасаться маслом, помните притчи о 10 девах? Запасаться маслом своих светильников. Как мы можем запасаться этим маслом? То есть мы читаем Божье Слово, мы общаемся с Богом, мы познаем, строим с Ним отношения личные обязательно. Без этого никакого масла нету. Возрастаем в вере, в любви и в святости. В святости. Так как мы с вами призваны до конца своей христианской земной жизни освящаться и преображаться таким образом в образ Христа. Итак, что такое освящение? Освящение – это достаточно такое емкое понятие, которое включает в себе многие библейские принципы, предписания. Прежде всего, это отделение себя от чего? От этого мира и посвящение себя Богу. Да? И второе – это очищение, омовение себя по Слову Божьему. В Библии прописано, четко прописано, как верующий должен мыслить. Не будем открывать, переписывать все 4 знают все наизусть. Почему как мыслить? Да потому что с этого все начинается, с мысли. Прописано, как мы должны говорить, очень много, сегодня мы об этом поговорим немножко, как мы должны поступать вообще в жизни, какими принципами руководствоваться, чтобы быть волей Божией и исполнить свое призвание. Для чего вообще мы сюда пришли? Все это и есть процесс нашего духовного возрастания, нашего роста. Очень важно периодически нам остановиться на этом пути. Да? Остановиться. И делать такую своеобразную ревизию в мыслях, в сердце. И сверить по Божьему компасу, то есть по Слову Божьему, да, свою позицию, где же я нахожусь. Оценить свое духовное состояние, определить приоритеты и цели. К тому же одно из Божьих повелений
Псалом 45:11. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Какие могут быть варианты такой ревизии? Вот мы с вами сели, задумались, что же может нам прийти. Человек может быть или на Божьем пути, то есть на правильном, или не на Божьем пути. Другого выхода нет. Тут только два пути. И даже если человек на Божьем, на правильном пути, опять-таки могут быть разные позиции. Он может двигаться вперед с Богом, поставленной целью. Он может стоять на месте, остановиться, как замороженный, да, полумертвый. Это может быть следствие дезориентации его времени, или духовного ослабления, если не кушает, да, и духовной спячки вообще. Но этот человек, он может еще быть на Божьем пути, но он может повернуться и идти уже обратно. Обратно, живя воспоминанием былых времен, своих былых заслуг, которые по-прежнему, возможно, даже еще и более сильно греют его сердце. Не зря жизнь прожил. Вот сколько сделал. Друзья мои, но в каком бы плачевном состоянии мы не обнаружили себя, находясь на Божьем пути, да, это еще не конец. Потому что Бог силен нас развернуть и направить к цели, вдохнуть в нас жизнь свою. Куда страшнее, если человек уже ушел с Божьего, он был на этом пути, но он ушел с Божьего пути. Такой вариант возможен, скажите? Да, Библия говорит, что да. И давайте мы откроем 2 Петра, 2 главу, 20 и 21 стих. «Ибо если извергну скверно». Скверно — это что такое? Это мерзости, это порочности, да? «Ибо извергну скверну мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять снова запутываются в них, в этих мерзостях, в этих пороках, и побеждаются ими, то последнее бывает для таких хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Это послание апостол Петр написал кому? Кому? Верующим или неверующим? Верующим, конечно. И чтобы это не случилось, значит, оно может коснуться нас. Чтобы это с нами не случилось, и мы не оказались из тех, кто повернул назад, предлагаю рассмотреть сегодня процесс осквернения и процесс освящения. Бог призвал нас к святости. Все мы это знаем, 1 Фессалоникийцам 4:7. Что значит святой? Что значит святой, драгоценный? Правильно. Есть два таких основных значения слова «святой». Первое – это посвященный, то есть отделенный, совершенно верно, для Бога, отданный в Его распоряжение. Что это может быть? Это может быть и утварь для храма, да? Это может быть и сам святой храм, это святой храм Божий, это святая гора Сион, это святой город Иерусалим, город Бога. Это и мы с вами, Его храм, и мы, Его народ, тоже святые, отделенные для Него. И второе значение слова «святой» – это праведный, это непорочный, это чистый, это благочестивый. Эти слова, они взаимосвязаны друг с другом. Без отделения для Бога невозможно быть праведным. Но эти слова, тем не менее, они разнятся. Можно быть отделенным для Бога и не быть святым. В понимании слова «чистый» и «непорочный». Например, сосуд, который был в храме для вина, допустим, да, использовали, он святой, правда же? Это святой, он отделенный, он святой, отделенный, но он может быть грязный и внутри, и снаружи. Так и мы, драгоценные. Мы с вами в Слове Божьем названы сосудами, правда же? Сосуды мы отделенные для Бога, мы святые, но мы можем быть нечистыми, мы можем быть оскверненными, мы можем быть запятнанными. В Доме Божьем есть сосуды для высокого употребления и есть для низкого. Для чего обычно используют в доме какие-то сосуды? Для разных, да, нужд. В том числе низкого употребления. Что такое? Туда что делают? Отходы выливают, а еще хуже. Что делают по ночам? Вот то, что вы подумали.
Вот. Итак, давайте укрепим наши основания, чтобы быть уверены, что мы освящаемся. Нужно, чтобы быть уверены, что нам нужно освящаться. Не только это нужно было тем, кто жил в Ветхом Завете, но и нам в Новом Завете. И давайте посмотрим, какие ключевые места для этого. Основания надо всегда закладывать в любом учении. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. «Ибо воля Божия есть что? Освящение ваше, чтобы вы воздержались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Что написано? Чтобы каждый из вас умел. Мы умели соблюдать свой сосуд. Второе место Писания, пока запомним это. 1 Петра 1,15. 1 Петра 1,15. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы». Святы во всех поступках, во всех. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Это повеление, мы помним, оно есть в Ветхом Завете Левита, но оно его цитирует и апостол Петр. И третье значимое место мы зачитаем Откровение 22:11. «Праведный дотворит правду еще, и святый да освящается». Это я в конце читаю, да? Не все зачитываю, не весь стих. Итак, освящаться — это для нас первое, что? Воля Божья. 1 Фессалоникийцам мы читали. И это что для? Повеление Божье. 1 Петра мы читали об этом. И это постоянный процесс. Да освящается еще. То есть снова и снова мы читали в Откровении. Человек не может прийти в такое состояние здесь на земле и сказать: достаточно я святой, и мне освящаться не надо. Если такой святой, ты уже на небе. Но пока ты здесь, давайте идем дальше. Полагаю я, что достаточно этих мест. Тот, кто не желает освящаться, будет все равно искать оправдание для себя в Слове Божьем. Будет читать выборочно, то, что ему удобно, и особо глубоко не будет упорствовать, чтобы докопаться до истины. Могу процитировать фразу, скажу, Евреям 10 главу, 10 и 14 стих. Вы на экран выведите 10 и 14 стих, но мы только 14 скажем, что мы были освящены единократным принесением тела Иисуса Христа, и Он навсегда сделал нас совершенными. Так написано? Аминь. Да, все верно. Иисус навсегда завершил наше освящение, то есть отделение нас от обычных вещей для Бога. И у нас с вами, драгоценные, есть потенциал быть совершенными, о чем здесь говорится. Потому что Иисус в нас и нам дал для этого благодать. Для чего же нам нужно освящаться? Как вы думаете, для чего нам нужно это освящение? Ну, для чего? Ну, просто не ради себя, да, мы освящаемся. Ничто нечистое не войдет в Царство Небесное. Они, правильно. Значит, чтобы спастись, чтобы видеть Бога и быть с Ним. Матфея 5:8 написано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, увидят». Чистые — это что такие? Это очищенные, это незапятнанные, это непорочные сердцем. Они встретятся с Богом, Он им явится так, как Он есть, и они Его смогут видеть. Значит, соответственно, нечистые сердцем не увидят Бога. Давайте откроем 1 Тимофея, 2 глава, 15 стих. Интересное местописание. 1 Тимофея 2:15. «Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет веры и любви, и в чем? Святости с целомудрием». О ком это речь здесь? Здесь речь, я сразу говорю, это о Еве, о женщине. Да? Она первая, через нее вошел грех. Говорится, что она спасется, если условие прибудет в чем? Не только в вере, не только в любви. Без этого тоже никак. Но и в
святости. Друзья мои, это Слово Божие. Если учесть, что без святости никто Бога не увидит, и такая опасность, такая печальная перспектива, к сожалению, как мы только что убедились, есть, то тогда все остальное в нашей жизни, все наши старания, все наши служения теряют всякий смысл и становятся просто бесполезными, напрасными. И также с освящением связано очень много обетований души. Я сегодня этим не выводила это на экран, будет таблички. Давайте же мы с вами разберемся, как нам практически освящаться, держать себя в чистоте и жить в святости. Всегда нужно, чтобы мы читали Слово Божье, нам нужно найти, а что это для меня? Как я могу это использовать, как я могу этим жить. Иначе это будет информация. Это все нужно пропустить для себя, найти, получить откровение. Чтобы лучше понять этот вопрос, давайте мы пойдем с вами от обратного и разберемся, что же нас с вами, христиан, может осквернять. И кто такой оскверненный человек? Оскверненный – это греческое слово такое, если велолос, неважно. Оно означает негодный, непотребный, непосвященный, грязный, нечистый, обычный, запятнанный, зараженный. Как вы думаете, все ли христиане оскверняются своей христианской жизнью? Или только некоторые? Все. Правильный ответ. Правильный. Все. Ну, знаете, ответили, то не все. Многие ответили все. И вот, чтобы не сомневаться в этом вопросе, давайте посмотрим, как же человек оскверняется. Оскверняться можно через мысли, можно словами, можно своими поступками, действиями. Мы понимаем, что слова и действия – это уже следствие чего? Правильно, наших сердечных мыслей, вы все знаете, которые и оскверняют нас вначале. Поэтому особый упор мы с вами сделаем не на поступки. Конечно, мы сделаем упор на наше сердце. А как определить, в каком состоянии наше сердце, драгоценное? Внутрь-то мы не можем заглянуть себе. Да? Только Господь знает наше помышление, только Он сердцеведец. Вот. И все-таки мы знаем, что от избытка сердца говорят уста. Чем наполнено сердце, то и выльется через эти уста. Можно долго ходить с маской на лице, держа себя в руках, как говорят, да? Рот на замке. Особенно стараться себя хорошо вести на людях, а тем более в церкви. Но есть обстоятельства, когда они сильно придавят человека, и как нарочно это бывает, ну со всех сторон все повалилось, все, давит со всех сторон. Вы знаете, никто не выдержит в конце концов. И выльется наружу то, что есть на самом деле в сердце, что накопилось. Если сердце наполнено добрым содержимым, то доброе и польется, сколько бы его ни давили. Такой человек будет поступать по слову, как написано, мой любимый стих, Матфея 5:44. То есть он будет, вы его видите на экран, пожалуйста, он будет любить врагов, не будет раздавать злом на зло, а добром будет раздавать, не будет говорить гадости в ответ. Он будет благословлять тех, кто его проклинает. Он будет делать доброе тем, кто его ненавидит, и молиться за тех, кто его обижает. Драгоценно, это наша цель. Это наш стандарт святости, по которому мы призваны равняться. Так поступал Иисус, согласны? Иисус так поступал? Да. Он наш учитель. И в конце этой 5 главы, вот 5 глава, которую мы только зачитали, 6 стих, в 48 стихе подведен итог сказанному. Итак, то есть итог. Будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный. В этом повелении слово «совершенный», оно другое, чем мы упомянули в 9 главе Евреям. И оно означает
вот именно вот это совершенный, лучший, отличный, законченный, зрелый, возмужалый, взрослый, безукоризненный, без порока. Вот такой совершенный. К сожалению, планку святости мы для себя часто опускаем. Почему? Делаем себе поблажку, мы же себя любим. Скидочку делаем, оправдываем себя, сравниваем себя с другими. Ну я же, извини, я в церковь хожу, а он-то кто? Ну тут сравниваем. Цитируем библейские места, стихи, писания, которые нам выгодно цитировать. И заметили? Вот выгодно мне это, я это место и выбрал его. И таким образом постепенно ожесточаем этим мы свои сердца. И они оказываются в таком состоянии, что они нечувствительны уже к Духу Святого. Понимаете, их трудно назвать уже незапятнанными, чистыми, непорочными и так далее. Вообще драгоценный любой грех, любой, все грехи, любой грех ведет человека к осквернению, делает его нечистым. И в Библии чаще всего речь идет об осквернении через идолопоклонство и через блуд. Это слово постоянно. И очень большое внимание уделено осквернению, связанному с человеческим языком, с человеческими устами. И мы сегодня как раз сделаем акцент вот на осквернении через язык. Читаем слова самого нашего Господа Иисуса Христа. Открываем Матфея 15 главу, 11 стиха. Матфея, Евангелие от Матфея 15:11. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Это Иисус, к нему подходили ученики, говорят, разъясни нам эту заповедь. И вот он им объясняет эту притчу. 17 стих читаем. Еще ли не понимаете, что все входящее уста проходит куда? Чрево, наш живот. И потом оно благополучно выходит, куда ему надо. А исходящее из уст, откуда оно выходит? Оно из сердца исходит. И что оно делает? Оскверняет человека. Вы знаете, здесь все слова правильные, я все говорю по-греческому. Вот так оно и есть. Вот так, как здесь написано, перевод совершенно верный. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, курения, ну и все остальное, скажем так. 20. Это оскверняет человека. А если он в этом не оскверняет человека. Итак, уста и сердце имеют прямую, тесную связь. Поэтому, когда нас давят обстоятельства, кого немного, а кого, так сказать, посильнее, не в этом суть, кто сколько из нас продержится и промолчит. А главное, что выйдет в итоге из наших уст. Потому что то, что выходит из уст, оно на самом деле выходит из нашего сердца. И оно нас оскверняет. Слово Божье предупреждает нас. Это притчи 10:19. Притчи 10:19. Люблю, это тоже место Писания, как-то мне оно открылось. При многословии не миновать греха. А сдерживающие уста свои разумны. Запомните эту притчу, хорошая притча. Вот здесь вместо пословицы «молчание золото». Народ-то знает, о чем говорит. Апостол Иаков в своем послании утверждает, что человек, который умеет не согрешать своим языком, умеет удерживать его, он какой человек? Совершенный. Представляете себе? Совершенный. Открываем и убеждаемся в этом. Иаков 3:2. Послание Иакова, 3 глава, 2 стих. «Ибо все мы много согрешаем». Кто не согрешает слово, это человек совершенный, могущий обуздать и все тело. То есть управлять не только устами, но и всеми своими поступками. Всей своей жизнью управляет такой человек. И здесь совершенный то же самое слово, те без которой, как Матвея, будьте совершенны, 5:48, как Отец совершенный. То же самое слово. То есть такой человек, он лучший, он законченный, зрелый, безукоризненный, непорочный. Другими словами, какой он? Святой. Святой, драгоценный. Вдумайтесь только. Все эти характеристики присущи человеку, который не согрешает в слове. Умея свой язык
обуздывает. И таким образом он этим же языком, своими устами не оскверняется. Давайте прочитаем ключевое место Писания. Это Иакова 3 глава 6 стих. Вы все его знаете. Все. Без исключения. Разве кто недавно покаялся, может, не знает. Иакова 3,6. И язык, огонь, прекрасно неправда. Язык в таком положении находится между членами нашими. Что? Что он делает? Оскверняет. Что оскверняет? Все тело. И воспаляет круг жизни. Будучи сам воспаляем от гиены. Откуда все исходит? Оттуда. Оттуда. От дьявола. От гиены, от этого мира бесовского. Вот мы и добрались с вами до языка, о котором написано в притчах 18:22. Смерть и что? Жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. Любящие что? Любящие свой язык, любящие болтать много, и использующие его не по назначению, они этим самым взращивают плод, вкусив от которого они вкушают смерть. Господь предложил Израилю в пустыне, это во Второзаконии, вы читаете, жизнь, Он им предложил, то есть благословение, добро и смерть, то есть проклятие и зло. И дал им право выбора. Это право выбора драгоценно есть у нас. Его никто не забрал. И мы видим, что во власти такого маленького органа язык. Ну это что, нога, что ли? Это не голова, это вот маленький орган, язык. Делать выбор между жизнью и смертью. Ему доверено это. В его власти это сделать. Задумайтесь только. Так что стоит ли этим язычком пренебрегать? Я думаю, ответ очевиден для здравомыслящих. А вы все здравомыслящие. Язык в слове сравнивается с отборным серебром, с древом жизни. Это если в положительном значении. А если в отрицательном, тогда с огнем, с убийственной стрелой, с острым мечом. Согласно Писанию, когда язык используется негативно, человек может языком что делать? Грешить, ранить, поразить, убить, умертвить, мстить, лгать, обманывать, лукавить, клеветать, осуждать, проклинать, пререкаться, сплетать коварство, помышлять гибель, изрыгивать хулу, уловлять сети, изожгять, как змея, уязвлять, переламывать кость, дерзить, бичевать и так далее. Вот это язычок. Это все он может. Тогда как его основное предназначение, опять-таки, согласно Писанию, благословлять, хвалить Господа, петь, благодарить, чтить Бога, исповедовать Иисуса своим Господом, проповедовать правду, наставлять, доставлять благодать слушающим, врачевать. Это все глаголы я строго выписала по Писанию. Поэтому есть над чем задуматься. Вернемся к посланию, к Иакова 3 глава, и продолжим 7 стиха. Мы помним, да, что язык, кто он такой и что он может делать, оскверняет все тело. 7 стих очень важен, слушайте внимательно. «Ибо всякое естество зверей и птиц, привлекающихся и морских животных, укращается, и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человека, сотворенных по подобию Божьему». Задумайтесь об этом, да? Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет из одного отверстия источника сладкая и горькая вода. Не может, братья, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Никакого противоречия здесь нет, пацаны, как может показаться с первого взгляда. Апостол Иаков не утверждает, что язык укротить нельзя. Иначе бы он не написал, что не должно быть так. Он что говорит? Он считает, что возможно победа человека над своим собственным членом тела, но лишь при содействии Божьей благодати. Где-то написано вот в том
7 стихе. «Ибо естество зверей, птиц, пресмыкающихся морских животных, укращается, и укращено естеством человеческим». Другими словами, если человек укращает зверей, птиц, все остальные живые существа, которые отличны от него, от природы, то тем более он может укротить свой собственный язык, свой собственный член. Понимаете? Может. Так что не обманывайтесь, кто думал по-другому. О чем здесь идет еще речь? А о том, что мы уже озвучили, что то, что есть в сердце человека, оно и польется через наши уста. И это осквернит всего человека, его тело, его ум, совесть, сердце и так далее. Согласитесь, что это очень серьезное предупреждение Господа об осквернении через уста. Серьезное? Серьезное. Никто из нас не хочет быть негодным, грязным сосудом, через который Господь ничего доброго излить не может, а только от Него исходит все доброе. И как Он этот грязный сосуд польет? Мы хотим быть угодными Богу. Хотим? Хотим, конечно, хотим. Это, знаете, есть такой потрясающий стих. Рецепт я его написала для себя. Подсказка для тех, кто хочет угодить Богу в служении. Хотите его знать? Да. Аллилуйя. Тогда мы с вами открываем. Это Иакова, опять-таки, 1 глава, 26 стих читаем, 26 пока открываем. «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывая своего языка, но обольщая свое сердце, у того пустое благочестие». Теперь почитаем более расширенно, чуть-чуть расширенно. Человек, который думает, что он угождает Богу своим служением, но не следит и не удерживая свой язык, то он, обманывая свое сердце, и его благочестие, то есть его богослужение, его богопочитание, оно пустое, безрезультативное, напрасное, тщетное, бесцельное. Врубились? Так? Или еще раз. Человек, который думает, что он угождает Богу своим служением, но он не следит за своим язычком, не удерживает его, так он таким образом обманывает сердце. И его служение Богу, его это богопочитание, оно бесцельное, напрасное, пустое, никому не нужно. Прямая взаимосвязь. Угождение Богу и удержание языка. Давайте посмотрим еще две позиции, как угодить Богу. Служение. Конечно, мы здесь не акцентируемся, что должно послушание и водительство. Оно все взаимосвязано. Это само собой разумеется. 27 стих. Читаем. Здесь же. 27. «Чистое и непорочное благочестие». Мы уже знаем, что такое благочестие. Угодное богослужение, да? Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Богу угодно служение тогда, когда человек посещает, проведывает вдов и сирот и соблюдая себя неоскверненным, незапятнанным, чистым, непорочным от мира, от мировой системы, от этих принципов, которые в мире. Мы помним, что дружба с миром – это что есть? Вражда против Бога. Аминь. Дружба с миром, вражда против Бога. Итак, в 26 стихе требование удержать свой язык. Было такое? Было. А в 27 стихе требование быть неоскверненными от мира, плюс правильное отношение к вдовам и сиротам. И в таком случае наше служение будет благочестивым по сердцу Богу. Из 3 перечисленных здесь условий 2 относятся к тому, чтобы хранить себя неоскверненными через язык и от мира. Важно? Важно. Мы уже перечислили с вами пути осквернения и акцент сделали на языке и устах. Давайте еще подтвердим немножечко вышесказанное. Галатам 5 глава, с 19 по 21 стих. Просто выведите на экран. Здесь перечислены все дела плоти. И дано предупреждение, что люди, которые так поступают, Царство Божьего не наследуют. Так и написано. Среди многих указанных там тяжких грехов, вы их видите на экране, таких как блуд, злослужение, волшебство, убийство,
перечислены и грехи, которые связаны напрямую с устами. Это что? Вражда, ссоры, гнев, распри, разногласия. И любой из этих грехов, которые мы сказали, это поклонство, убийство и все, и вот эти грехи, связанные с устами, они ведут к одинаковому печальному исходу. К какому? Царство Божьего не наследует. Удел не получен. Это нам важно знать и понимать? Конечно. И еще одно значимое место. Ефесянам 4:30. Ефесянам 4:30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, который мы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Опять-таки предупреждение. Что крик? Злость, ярость, гнев, раздражение, злоречие, злоба нас оскверняют. Они нас удаляют от Бога, разделяют. Почему? Потому что они оскорбляют кого? Дух Святой, Дух Божий. Оскорбляют. Мы ссоримся, мы кричим, мы раздражаемся, мы гневаемся, что брызги летят. А это все в итоге оскорбляет. А это значит что? Печаль, написано, мучит, огорчает, терзает Дух Святой. Вы представляете, что мы доставляем Духу Святому? Скажите, пожалуйста, просим ли мы после каждого злоречия, каждого выкрика нашего, каждой негативной такой эмоции, раздражения, гнева, каждого негодного слова, которое вышло из наших уст, прощения у Духа Святого, у Бога? Просим? Если кто-то это делает, драгоценный, тогда он действительно на верном пути и не позволяет своему сердцу оскверняться через уста. Или хотя бы стремится к этому и возрастает в этом. Но многие из нас находятся в постоянном режиме осквернения. И уже давно не замечают ничего плохого в своем поведении. Вначале только дома, потом на работе, потом в общественных местах, потом и в Доме Божьем, позволяя себе быть разнузданными. Почему? Привыкают, очерствевают, теряют чувствительность к влечению Духа Святого, стандарты святости понижаются, и сердце все более и более наполняется небожьим содержимым. И что получается? Как итог? Замкнутый круг получается. Содержимое из сердца негодное изливается через уста, и это же опять нас оскверняет. И если раньше человеку нужно было ого-го придавить, присануть, чтобы из него что-то полилось, то со временем достаточно малейшего повода, а то и без повода. Отговорка, она всегда оправдание найдется. Всегда. Меня достали, меня спровоцировали, меня обидели, меня не поняли, меня не оценили, меня не предупредили. У меня так случайно выскочило, я не хотела. Почему, драгоценный, так происходит? Переполнен человек всем этим, от избытка сердца говорят уста. Это могут быть, знаете, это прежде я скажу сказать, что если человек постоянно в таком режиме, это уже плотской христианин, который не освящается, но по наитию все еще может ходить в церковь, может иногда раз в месяц заглядывать в Слово Божье, может здесь вместе со всеми молиться, петь песни, руки поднимать. Но что Бог говорит об этом? Устами приближаются ко мне, а языком своим, да? Языком своим устами, но сердце их далеко от меня. Не хочется, чтобы это было сердце, это Матфея 15:8. Не хочется, чтобы наше сердце было далеко от Него. Что же нам делать? Драгоценное, чтобы этот круг разорвать, осветиться, очиститься от уже накопленной. Давайте вначале с тем, что уже накопили. По незнанию, по неведению, по жизненным суете, неразберихе и так далее. Накопили. От этой нечистоты как это избавиться? Сейчас многие проповедники стараются уйти, чтобы прописывать конкретные шаги, там, принципы и так далее. Вы знаете, это правильно, потому что есть Слово Божье,
и есть Дух Святой у каждого святого, но иногда есть смысл, ну я так считаю, структурировать слово для того, чтобы, ну понимать, была ясность, понимание было, как практически применять это слово. Что мы с вами сделаем? Вы же знаете, что у меня больше все-таки дар учительский. Я не как пастор проповедую, поэтому, простите, я вам немножечко структурировала, да, как я это вижу. Да? Итак, с чего начать освящение себя, как храма Божьего? С аналогии освящение физического храма Божьего. То есть физически делали в храме ревизию. И что делали? Выбрасывали все ненужное, чистили, которые каким-то образом попали. Строго это делали по Божьим заповедям. 7 дней, число полноты, проводили определенные действия, обряды, которые прописаны были в Библии. И таким образом храм освящали. Это вы сами, драгоценные, без труда прочитаете, это нет вопросов. А так как мы с вами живой храм, аминь, храм Господа, то тем более нуждаемся в ревизии своего ума, совести, сердца. Ведь мы то и дело оскверняемся мыслями, словами, делами. И если не освящаться, то весь этот хлам и нечистота, они заполнят все. И уже от нас, я хочу сказать, может дурно пахнуть. Вместо того, чтобы мы должны быть благоуханием Божьим. Для удобства я составила в соответствии со словом Писания таблицу, где расписала пошаговые действия освящения. Есть табличка? Вот она. Итак, так как мы с вами сами себе осветить не можем, то первый шаг. Что нам нужно сделать? Обратиться к тому, кто есть освящение наше, и признать, что наше сердце осквернено, уже нечистое. Признать свою вину, что в этом есть наша часть, это мы себя осквернили. Это очень важно, признать этот диагноз. Помните, пророк Исаия так и сделал. Он сознался. Он сказал: «Я человек с нечистыми устами, горе мне». И Серафим взял горящий уголь от жертвенника и очистил его уста, и беззаконие было удалено, и грех его очищен. Это Исаия, 6 глава, можете почитать. Это первое. Второй шаг. Попросить прощения у Господа, что мы оскорбляли Его, опечалили Его своими мыслями, словами, действиями. Бог, Он милостивый и прощающий. И у нас есть замечательный стих, 1 Иоанна 1,9, обетование. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, что делает? Простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Поэтому надо просить об этом, чтобы простил грехи, очистил. Третий шаг. Просить благодати у Господа. Нам нужна благодать, драгоценная. Мы без благодати не сможем удерживать свой язык. Благодать обуздывать свой язык и хранить в чистоте свое сердце и уста. Помните, царь Давид молился, Псалом 143. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Ему это надо было? Надо. Оказывается, надо, и нам тем более надо. И хотя Иисус Христос есть полнота благодати, не все будет делать за нас благодать Господа. 2 Петра 3,14. Второе послание Петра 3,14. «Итак, возлюбленная, ожидая сего», это речь о новом небе, «подщитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире». «Подщитесь», такое слово, это знаете, что означает? Постарайтесь. Стремитесь, спешите, прилагайте усилия. Здесь не написано, просто приходите к Нему святые, непорочные совершенно. Нет, Он говорит, прилагайте усилия. Прилагайте усилия, это наша часть. 4 шаг. Применить библейские методы освящения. Они есть? Конечно, есть. Иначе зачем мы вообще об этом говорили и вспоминали, если этого не было? Первый метод – это очищение через Слово Божье.
Ефесянам 5, 26. Вы заметили, я даю подтверждение почти на каждое изречение. Это для того, чтобы вы дома могли перепроверить, а это нужно делать. Кто бы здесь не стоял на кафедре, пусть проверит апостол апостолов. Возьмите за правило почитать и вникнуть. Возьмите. Ефесянам 5, 26. Чтобы осветить ее, очисти баню водным посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Это о нас, о церкви, друзья. Да? О нас. Как нам посвящаться этим словом на практике? Я все скажу к практике, практическим шагам. Как это? Слово Божье, она как водная баня. Да? О, как баня. В баню ходим для чего? Очиститься. То есть мы внимательно читаем Слово для того, чтобы его понять. Да? Слово Божье не выборочно. Вникаем, размышляем, погружаемся в глубину. Слово должно быть нашим отвесом и нашим светильником для ноги наших. Правильно? Да. Надо начать жить по Слову. Верить, что это Слово, оно способно нас очистить и осветить. И во 2 Тимофея 3,16 написано: «Все Писание богодухвенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». И следующий, 17 стих, подводит итог. Если человек будет руководствоваться всем Писанием, всем Божьим Словом, да будет совершен Божий человек, как всякому доброму делу приготовлен, то есть хороший сосуд. Без Слова Божьего совершенным никто стать не может. Еще важно помнить, что привычки, они перерастают во что? Черты характера и становятся уже неотрывными с нами. Это наша часть. Становится в итоге чем? Твердынями, этими крепостями в сердце, в разуме нашем. Например, человек привык чуть-чуть, что не так, повышать голос. Да, я такой есть, у меня такой тон, я такой вот я, да, и даже не замечает. Человек вот так привык, чуть что, он раздражается, он повышает голос. Для него это уже стало просто обычная естественная реакция. И все привыкли. Ну, вроде бы он по-другому не может, ну, такой человек. Знаете, эту дьявольскую твердыню можно убрать только если мы что сделаем? Заменим ее твердыней Божьей. Я это слово очень хорошо разжевывала. Как разрушаем твердыню? Истинное Слово Божьего. То есть мы изучаем все, что в Слове будет говориться о крике, о гневе, о раздражении, размышляем об этом, чтобы получить откровение. Без откровения не будет никакой веры, не будет действия. И по благодати Божией начинаем поступать по-другому. Потребуется духовная дисциплина, драгоценная. И, конечно, мы должны просить Бога, чтобы Он разрушил эти твердыни своим оружием. Аминь? Аминь. И второй библейский метод – очищение через кровь Христа. Мы освящены святыней. Чем? Кровью Сына Божьего Иисуса Христа, кровью завета. Это в Евреям 10 главе 29 стих. Но мы с вами прочитаем Евреям 13:12. То Иисус, дабы осветить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Иисус пострадал для чего? Чтобы осветить людей, осветить нас. Чем? Кровью Своей. Очистить от греха, от беззакония, омыть нас. За наше освящение была пролита кровь святая. Цените это. Не почитайте за святыню, вернее, почитайте за святыню. А если не почитайте за святыню пролитой крови, этим мы оскорбляем Дух Святой. И последствия, конечно же, будут. Как мы очищаемся кровью Христа на практике? Как вы думаете, как? Как? Правильно слышу уже слово. Мы принимаем вечерю Господню, причастие, которое мы сегодня будем делать. То есть мы принимаем это с пониманием, с благоговением, с благодарностью, что все то, что было совершено на кресте, да, мы принимаем это. И принимаем кровь Христа во время причастия.
И если делаем это правильно, то освящаемся. Драгоценное, так важно освящаться через причастие. Правильно понимать, правильно подходить к этому. Мы сегодня готовим себя этим словом к причастию. Через смерть и пролитие крови Христос примирил нас в теле плоти своей. И этим дал нам шанс на освящение. Мы принимаем хлеб, Его тело во время причастия. Принимаем? Принимаем, да, стоит хлеб. Давайте мы откроем Колоссянам 1:22. Ныне, примирив в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред собою. Драгоценно, куда уж яснее. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь, за Твои планы и намерения. Сделать нас святыми и непорочными. Как написано, сам Бог мира да осветит нас во всей полноте. И мы также в молитве можем просить Господа очистить и омыть наш разум, сердце своей кровью. То есть не только причастие, но мы можем молиться об этом, призывать эту кровь, просить омыть, правда же? Мы так и делаем. И 5-й шаг. Впредь охраняй свое сердце от осквернения. Ведь мы можем все это сделать и продолжать жить, как жили. Ничего не даст. Впредь охраняй свое сердце от осквернения. Прикладывать к этому усилия, старание, не быть многословными, обуздывая свой язык и каждый раз осознанно, что делать? Делать выбор. Выбор, друзья мои, поступать по Слову Божьему, а не руководствоваться своими эмоциями и чувствами. Повторю, осознанно делать выбор. Поступать по Слову Божьему, а не руководствоваться своими чувствами и эмоциями. Для этого придется полностью отдать свое сердце Богу и умереть для себя, чтобы жил в нас Христос. Так и сказал апостол Павел, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Галатам 2:20. И закончить эту проповедь, это слово я хочу словами. Свят, свят, свят. Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. Господь драгоценный, трижды свят. Даже не сказано трижды, Господь есть любовь, есть истина, есть путь. Но трижды сказано, свят, свят, свят. Господь, Бог, Вседержитель. На этом слово проповеди закончилось. Но те, кто коснулись слова, и вы осознали свою потребность в освящении, я предлагаю, кто желает, давайте вместе, кого коснулось, осознал, сделаем первый шаг на этом пути. И склонимся в молитве перед Господом с просьбой простить нас за оскверненные сердца и уста, попросить осветить и очистить. Кто будет молиться, я предложила встать. Дорогой Господь, благодарим Тебя за милость и благость к нам, за Твою совершенно непостижимую любовь, за Твое долготерпение и Твою покрывающую и направляющую руку. Прости. За то, что мы сами себя оскверняли и не торопились освящаться. Мы признаем, что нам нужна Твоя помощь и Твоя святость. Помоги, Господи, никому из нас не быть самоуверенным, что у нас все в порядке, что мы не порочны. Помоги нам двигаться путем освящения и сделать качественную и генеральную уборку внутри себя, как в храме Божьем. Освети. Прямо сейчас, Господь. Своим пучком света каждый уголочек нашего разума, нашего сердца, чтобы никакая тьма, она не смогла спрятаться в потаенном месте. Дай нам, Господи, благодать. Силу и мудрость выбросить все раз и навсегда вон. Этот накопившийся хлам, этот мусор, все, что нас оскверняло.
даем тебе полное право разрушить своим орудием всякую твердыню в нашем разуме, всякую ложную доктрину, убеждения, вредные привычки, все строения, все баррикады, которые понастроены врагом. Пусть потоки воды Духа Святого смоют весь этот мусор, весь этот хлам. И выжгу, Господи, огнем Духа Святого все гнилые корни, отравляющие наши души. Корни непрощения, обиды, корни зависти, злости, гордости, гнева, раздражения. Погрузи нас в Дух Святой. Окуни полностью в Него каждую клеточку, чтобы наши старые грехи, они обновились. И мы смогли принять Твое новое вино, приготовленное для своей невесты. Покрой, Господи, кровью Своей, святой Своей кровью, наши дух, души и тело, чтобы они были освящены, защищены, исцелены во имя Иисуса. Да придет чистота в наш храм и истинная святость. Приготовь, Господи, сердца народа Твоего причастие, освети во всей полноте. Да будем мы служить Тебе в святости и в правде во всей дни жизни нашей. Аминь. Аминь, драгоценные. Тема такая. Я не думаю, что это была легкая тема, но я думаю, что она была нужной и полезной. И поэтому пусть Господь благословит. Сейчас мы будем с вами принимать вечерю, о которой мы не поминали. Я не буду вам говорить все то, что мы обычно напоминаем, говорим, что сделал Иисус на кресте. Вы уже должны быть научены, что прежде чем подойти к этому столу и взять хлеб, и вкусить этот хлеб, и принять вино, кровь Христа, мы должны осознать, что мы делаем. Мы должны прокрутить все то, что произошло, просто все это в своем разуме и сердце. Благоговение отнестись к крови Христа. И мы помним, что в 11 главе Коринфянам написано, 1 Коринфянам 11 главе, чтобы мы испытывали себя, чтобы это нам не принесло вреда, а была польза. Испытывали. Вот сегодня Дух Святой и испытывал наши сердца. И поэтому мы помолимся чистого сердца. Этим мы приготовили свое сердце для того, чтобы вкусить святыню, приблизиться, приобщиться к крови и телу Христа. Да благословит Господь каждого из вас. Будем принимать, как обычно, кто готовый, подходит и вкушает.